Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 29 сентября 2020 года. Это будет вторник. Посмотрим, что в этот день ждет. Карта дня у нас девятка пиковая. Будет помогать восьмерка трефовая и мешать дама бубновая. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы, здоровье, итог дня. Итак, девятка пиковая у нас выпадает, тем более в таком окружении, когда у нас действительно решаются какие-то важные вопросы, важные дела. Но вот эта карта, в принципе, силы. Это карта, знаете, такой опоры либо на ситуацию, либо на других людей, либо на себя даже, да. В общем, здесь все равно мы чувствуем себя стабильно, несмотря на перемены. Или может быть такое, что в недавнем прошлом у вас произошли перемены, и сейчас вы привыкаете к этой ситуации, как-то адаптируетесь, да? То есть ваша жизнь как-то должна устояться. И вот сегодняшний день, он как раз даст вам почувствовать, что вот жизнь как-то становится привычной, да, становится спокойной, защищенной, и вот это радует, конечно же. Также у нас девятка пиковая, это карта дальних целей, да, то есть либо сегодня придет какая-то идея, вы запланируете что-то важное для себя, что вас прям зажигает, что дает возможность как-то укрепиться, да, или, может быть, вы раньше что-то планировали, и вот сейчас есть возможность к этой цели приблизиться. Вот какая-то важная дальняя цель, да. А также эта карта говорит о каких-то надежных условиях, в которых вы сейчас находитесь или в которые вы попадете сегодня. Что еще здесь важно? Важно понимать, вот какие у вас есть возможности, какой потенциал. Вот сейчас жизнь очень сильно меняется, да, то есть нужно как-то использовать вот это новое, что приходит, для собственной стабильности. То есть, возможно, сегодня вы как раз будете решать вот эти вопросы. А также эта карта, когда мы пытаемся закрепиться, может быть, в какой-то новой должности, да, или в новом качестве, может быть, репутацию свою сохранить, удержать. Вот, допустим, у вас уже есть какие-то наработки, опыт, клиенты и так далее, да, и вот вам нужно сохранить, продолжать сохранять вот ту репутацию хорошую, которую вы уже имеете, да. Что еще здесь важно? Может быть, покупка каких-то вещей таких очень полезных, практичных. По этой карте очень часто покупаем часы. Кстати, недвижимость тоже может часто по этой карте проходить, если она уже такая вот, ну, старая, много лет ей. Так, что еще важно? Может быть, какой-то результат получен, может быть, диплом у кого-то, да, или какая-то бумага, подтверждающая вашу профессиональную пригодность к чему-то. Может быть, сегодня, кстати, вот для экспертов очень хорошая карта, да, вот если вы сами эксперт, то для вас удачный день. Если же вам нужен эксперт, то сегодня вот вы можете правильное заключение какое-то получить или правильный диагноз, если от врача. В общем, что-то такое очень важное для вас. Хорошее время для того, чтобы выставлять себя на показ, может быть, свои желания как-то озвучивать, для того, чтобы возглавлять что-то. Хорошая карта для того, чтобы вступать в брак, да, статус свой как-то укрепить, скажем так, какую-то ответственность на себя взять. Что будет помогать? Восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что вот чем больше мы ставим сегодня цели, тем лучше. Чем вот замахиваемся на
более далекие планы, тем лучше. Вот это нас каким-то образом сегодня поддерживает, вдохновляет и, может быть, приводит нужных людей в наше окружение. Вот мы здесь можем сегодня познакомиться с кем-то либо из администрации, либо из руководства, может быть, это предприниматели или еще какие-то люди, которые занимают высокое положение и которые в будущем нам могут быть полезны. А также эта карта не сдаваться при каком-то первом отказе. Да? Один раз отказали, два отказали, три, может быть, даже отказали, но вы не сдаетесь и все равно своего здесь добьетесь. Также карта может говорить о задержках каких-то, да, тоже не стоит обращать особого внимания, просто делать до тех пор, пока не получится. Что будет мешать, дама бубновая? Будет мешать, когда мы мечемся из стороны в сторону. Была одна цель, не получается, мы на другую переключились, да, или, допустим, не получается с одним партнером, мы думаем, ну и ладно, мы себе нового найдем, да. Нет, нужно обязательно решать, до конца доводить ситуацию любую, не нужно метаться, нужно иметь один вариант сегодня, вот тот главный, который действительно, ну, как бы вас вдохновляет, поддерживает и так далее. Да? Если сегодня метаться, если искать каких-то посредников, каких-то людей, которые будут, может быть, временно решать какие-то наши вопросы, то можно себе проблему заработать. То есть нужно стоять на своем до конца. Если даже сегодня не получается, ничего в скором времени получится. То есть вот внутренний такой стержень в себе поддерживать, воспитывать. Да? А теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, семерка пиковая, можно познакомиться через переписку. А для тех, кто в паре, дама трефовая, карта говорит о том, что сегодня могут, либо у вашего партнера будет слишком много дел, и вы будете требовать к себе внимания, и на этой почве может быть какой-то конфликт, да, или, может быть, вы очень сильно заняты, партнеру вас не хватает. Или здесь прям явный какой-то обман может быть, манипулирование. Здесь что важно? Очень мудро к этому подойти и вот ситуацию разрулить. То есть сегодня нежелательно конфликтовать прям вот остро, да, а желательно разговаривать, как-то мудро, в общем, ситуацию выводить. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта шут, да, или джокер. Карта говорит о том, что сегодня может быть абсолютно непредсказуемый ваш разговор, может как к разрыву отношений привести, так и к улучшению, да, но в любом случае здесь вот эта карта, она всегда немножко как бы такую тайну сохраняет, непредсказуемый результат, то есть вот то, чего вы не ждете. Поэтому если вот ваши отношения прям на волоске висят, может быть, даже сегодня и не стоит. Потому что может быть как хорошо, так и плохо. То есть можете вообще, допустим, разругаться, рассориться, и уже отношения вообще могут прекратиться. Работа. Для тех, кто в поиске работы, валет пиковый. Карта говорит о том, что здесь новая работа, или это будет предложение работы с детьми, или в детской теме какой-то, или нового обучения потребует. Теперь те, кто работает уже, валет червовый говорит о том, что вы сегодня будете как бы радоваться тому, что происходит у вас на работе, либо в коллективе может быть какое-то торжество, или просто хорошие такие взаимоотношения, поддержка, может быть клиент какой-то лояльный, да, в общем, что-то хорошее у вас на работе происходит, что радует, особенно это касается взаимоотношений, но также здесь и может быть решается вопрос финансовый какой-то, тоже очень приятный для вас. Может быть, сегодня, допустим, вы найдете какого-то союзника у себя в коллективе, или поддержка какая-то будет, и очень вас это будет радовать. Те, кто занят своим делом, восьмерка бубновая, карта, которая говорит о том, что сегодня будет день непростой, возможно, придется принимать серьезное решение, от чего-то отказываться и что-то новое начинать, на что-то новое решаться, потому что, скорее всего, то, что было уже старое, не работает, не служит или, может, даже вредит. Да? Это могут быть и ситуации, и какие-то люди, которые могут вас
ну, как бы ограничивать ваше движение вперед, ограничивать ваше развитие вот в качестве предпринимателя, да, или, может быть, здесь просто нет доходов в каком-то направлении. В общем, вы, скорее всего, здесь осознаете то, что вам нужно, куда вам нужно двигаться, и прям сегодня судьба подкинет такой вариант, вот именно в каком направлении вам лучше всего идти. Прям просто решаются сложнейшие вопросы сегодня, те, которые не решались. Если это касается сделок каких-то, то, может быть, наконец-то будет завершено или, может быть, появится возможность решить какой-то вопрос по крупной сделке, которую долгое время готовили. Ну и вообще вот здесь какие-то сложные вопросы, если были, любого характера, они сегодня разрешаются, причем очень так неожиданно все происходит. Тузы для денег. Те, кто на зарплате, туз червовый говорит о том, что вы сегодня действительно можете получить деньги за то, что вы заработали. То есть тут именно заработанные деньги. Причем здесь, скорее всего, будет не только, допустим, получена зарплата, но еще и сказаны какие-то хорошие, добрые слова в ваш адрес, да, то есть как бы поощрение такое. Может быть, кстати, это просто премия, какая-то добавка, какой-то подарок у вас на, ну, благодаря, ну, как бы за то, что вы сделали для компании, для клиента или еще что-то такое. То есть, ну, очень какой-то хороший день в плане финансов. Для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь туз бубновый. Это вот тоже карта у нас хороших, больших денег, сделок. И когда вот у нас открывается какая-то новая полоса, да, то есть как бы в финансах у вас действительно улучшение и прояснение. Может быть, прям крупная сумма сегодня получена. Теперь здоровье. Десятка пиковая. Здоровье требует перемен каких-то, может быть, в режиме дня, да, в питании. Может быть, в вашем окружении есть люди, которые вот как-то ведут неправильный образ жизни и вас втягивают в это. Вот сегодня какие-то вопросы, изменения возникнут в вашем образе жизни. Вот для того, чтобы здоровье было лучше. А может быть, сегодня вы поймете, что за последнее время слишком много у вас было каких-то перемен, и ваше здоровье, оно как бы требует внимания особого, да, и вот что-то сегодня вы предпримете такое для того, чтобы укрепить здоровье. Это очень важно. Кстати, вот по этой карте очень хорошо рекомендовать посещение бассейна, да, вот именно с водой контакт, поплавать, это было бы очень хорошо для здоровья. Может быть, вы это внесете в ваш еженедельный какой-то график, да. Итог дня, девятка трефовая. Ну, во-первых, это профессиональная карта, да, то есть решаются важные вопросы, связанные с профессией, с делами и, может быть, каким-то сотрудничеством по деятельности, по вашей, да, вы, в принципе, здесь можете быть очень довольны. Но в то же время здесь могут быть и вопросы каких-то столкновений, да, с другими людьми, появление каких-то врагов или людей, которые вот давят или манипулируют или еще что-то такое. Поэтому вот здесь, конечно, нужно быть осторожней. Может быть, вечером захочется там сказать своим врагам все, что вы о них думаете, да. Может быть, лучше отложить эту мысль до утра, потому что, скорее всего, утром вы передумаете. Здесь вот нужно как-то очень гибко подойти к ситуации, да. Не нужно делать каких-то опрометчивых шагов, чтобы не сделать еще хуже. Так, что еще здесь может быть? Да, может быть, конечно, приходится отказываться сегодня от каких-то людей, да, которые, может быть, вас разочаровали. И вот этот осадок вечером, он может, ну, как бы присутствовать.
Но лучше всего, если, вот, допустим, вы хотите там поговорить, позвонить или еще каким-то образом с этими людьми, которые вот вас огорчили, да, связаться, лучше не надо сегодня, потому что вы вопрос не решите, скорее всего, потому что вечером уже обычно сил недостаточно, таких моральных, да. Вот лучше отложить это до утра, а там уже решите, как вам поступать с этими людьми. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!